Наступившая неделя объявлена неделей борьбы с раком легких. Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Замир Абдуллин, врач-онколог. Замир Сальхович, здравствуйте. Мы только что с вами общались, и вы сказали, что вот у вас было очень много операций, и поэтому вы немного задержались к нам на интервью. Однако вот вы со мной и улыбаетесь, и обсуждаете, как будто бы и не было. Сколько, кстати, операций? Сегодня было 2 операции. Одна из них заключалась в удалении верхней доли левого легкого, а вторая заключалась в биопсии лимфоузлов у пациента, у которого имеются также очаги в головном мозге. Мы должны поставить диагнозы этим пациентам, чтобы в последующем провести химиотерапию и лучевую терапию. В плане того, что мы после операции такие бодрые и веселые, заключается в том, что для многих рак это очень сложная и такая боязливая тема, а мы с этой темой каждый день сталкиваемся. Мы уже выработали психологический себе барьер в том, что когда мы выходим на улицу, всю работу, весь который тяжелый негатив оставляем на работе. А на улице уже с коллегами, с друзьями, на улице уже встречаемся с улыбкой. Поэтому боремся так вот. Замир Сальхович, у нас сегодня наступившая неделя Министерством здравоохранения объявлена неделей борьбы, профилактики с онкологией именно легких. Насколько сейчас это распространенное заболевание, если мы будем говорить о поражении онкологического заболевания разных органов? Насколько рак легких, какое место занимает? Рак легких занимает у нас в Республике Башкортостан 4-е место. На 1-м месте у нас рак молочной железы, на 2-м месте рак кожи. На 3-м у нас рак предстательной железы и рак легкого. Остальные уже рак желудка, рак ободочной кишки и так далее. Почему рак легкого мы затрагиваем вообще по миру, по России и у нас в Республике Башкортостан? С тем, что рак легких занимает ведущее место среди смертности от злокачественного образования. Если мы вместе возьмем рак желудка, рак молочной железы, рак ободочной кишки, рак почек, смертность, допустим, за год у нас умирает порядка около 50 тысяч пациентов с раком легкого, то рак желудка и рак почек и все вместе взятые заболевания могут порядка около 35 тысяч занимать. Несомненно, ведущее место в развитии рака легкого занимает курение. Поэтому если те люди, которые, допустим, курили более 5 лет, им необходимо выполнять обследование. Сейчас много чего курят, среди них есть самые разные аппараты, техника и так далее. Вы сейчас говорите именно исключительно о сигаретах или о другой категории тоже этих? И о другой категории тоже, да. То есть сейчас у нас распространены такие вещи, как электронные сигареты, вейпы. Вейпы чем опасны? Тем, что там содержится никотин и глицерин. И люди, даже дети, они бесконтрольно курят. То есть для них это как игрушка. Они присасываются к ней, и они могут выкурить, допустим, огромные дозы никотина. И эти смолы, эти тяжелые металлы, глицерин, они вызывают огромную среда для развития бактерий. И эти бактерии, к сожалению, размножаются, и тем самым возникают хронические заболевания, которые в дальнейшем перерастают в злокачественные процессы. По поводу сигарет. Мы знаем, что там содержатся тяжелые металлы. Между прочим, в сигарете гораздо меньше химических веществ, чем в вейпах и в электронных сигаретах, в разы. Но те токсические вещества, те карциногенные вещества, которые там содержатся, вызывают рак у тех людей, которые курят сигареты более 5 лет. Но ведь говорят, что это ничего страшного, это паровой эффект и так далее. Нет, на деле это паровой эффект, но все равно изменения, которые касаются легких, он необратим, к сожалению. То есть нельзя сказать то, что я покурю 1 год, и потом у меня легкие станут чистыми. На самом деле нет. То есть все равно отложение в этих есть. Это все равно, что мы возьмем, допустим, огарок свечи в какую-нибудь маленькую коробочку, мы зажжем эту свечу, коробочка будет копоть. И эта копоть, ничего с ней не сделаешь. То есть, потому что очень, во-первых, труднодоступное место, раз. И, во-вторых, легкие – это не тот орган, который будет самообновляться. У печени такие регенерирующие способности есть, у желудка есть, а у легких, к сожалению, нету. У нас есть только свежий воздух, кумыс, который может хоть как-то обезопасить в дальнейшем ухудшение состояния со стороны тканей легких.
В какой возрастной категории пациентов чаще всего встречается рак легких? Рак легких чаще встречается у пациентов 45 и 60 лет. У нас средний возраст, которых мы оперируем, 55 лет. Вот, бывает и моложе. А насколько успешны эти операции? В плане операций при первой и второй стадии мы выполняем торакоскопические операции. Это маленькие разрезы, вот, через которых мы удаляем доли. Также мы вчера, допустим, удалили левое легкое через такой маленький разрез. Вот, у нас даже были моменты такие, когда только-только начали выполнять эти операции через маленький разрез. Пациент пошел на оформление инвалидности, и у него в бюро медико-социальной экспертизы спрашивают, что вам сделали такого, что мы вам должны дать инвалидность. Он говорит, мне удалили, допустим, долю легкого. А у него после этого возникает хронический бронхит. Он говорит, покажите операцию, место операции. Он показывает маленький разрез. И ему не верит. Он говорит, принесите нам справку с онкодиспансера, то, что вас действительно оперировали. Мы им показали гистологию, показали компьютерную томографию, протокол КТ, где описывается то, что удалена верхняя доля легкого, осталась только одна нижняя доля. Вот, и тем самым даже наши коллеги из бюро МС не верили, допустим, лет 10 назад, то, что через маленький разрез можно сделать операции. Вот, ежегодно мы выполняем около 1100 операций пациентам с заболеванием рака легких. Но, к сожалению, при первой и второй стадии у нас довольно-таки мало пациентов, их около 600. Вот. С чем связано? Связано с тем, что, во-первых, выявляемость при первой и второй стадии крайне мало. Вот, симптомов мало при первой и второй стадии. А вот флюорография, которую рекомендуют проходить ежегодно, показывает? Флюорография, она была создана в каких годах? В 60-х годах. Она для чего была создана? Для выявления туберкулеза, не для выявления рака легкого. Поэтому флюорографию мы не принимаем всерьез. Мы выполняем либо рентген грудной клетки, либо томосинтез легких. Но лучше всего низкодозная компьютерная томография, которая во всем мире признана золотым стандартом для выявления злокачественного образования легких. Ну вот вы сейчас сказали о том, что пациентов, которые встречаются с первой и второй степенью рака легких, не так много, гораздо больше с более высокой степенью. А вот какова степень выживаемости, я, наверное, может быть, неправильно сформулирую, но после операции как долго живут в среднем хотя бы? В зависимости от стадии заболевания. То есть, если мы возьмем первую стадию, то из 100 пациентов, которых мы прооперировали, 90 человек проживут 5 лет и более. Если мы смотрим про вторую стадию, то там 70 человек проживут 5 лет и более. Третья стадия, естественно, там уже поменьше, 40. Четвертая стадия – это самая нелюбимая стадия у всех онкологов. К сожалению, при четвертой стадии выживаемость там крайне мала. То есть 10-20 человек всего могут прожить там 5 лет, но это очень-очень мало. Вот. По поводу разновидности рака легкого, если смотреть мелкоклеточный рак легкого, там, если человек болеет им, то выживаемость, к сожалению, там доходит до 3 лет только и все. Единицы проживают 5 лет, единицы. На моем 13-летнем опыте всего лишь один пациент живет с мелкоклеточным раком легкого 5 лет. Замир Салихович, расскажите, вот как можно провести какие-то профилактические мероприятия? Почему спрашиваю? Потому что сейчас у нас век интернета, век великих технологий, чего только нет, да, и каждый специалист в этом деле, конечно же, все говорят о том, что и пакетированный чай пить не нужно, и в пластиковой посуде нельзя греть еду и так далее. Очень много разных советов. Чтобы вы сказали, правда это или нет. Вот мы обращаемся к вам как к специалисту в этом вопросе. По поводу профилактики рака легкого, это, естественно, отказ от курения, отказ от каких-либо токсических веществ, вейпов, электронных сигарет, от алкоголя. Вот, то есть вести умеренно здоровый образ жизни, вот, больше гулять на свежем воздухе и всегда, чтобы был такой антистресс-фактор. Это либо кино, либо сериалы, либо семья, либо друзья. Вот, для того, чтобы выплескивать весь негатив, который у вас есть, допустим, наружу. Вот. И в частности, если, допустим, человек курит более 5 лет, то, естественно, ему нужно будет в дальнейшем ежегодно проходить низкодозную компьютерную томографию. Вот. Если при выявлении образований более 1 сантиметра, обратиться уже к торакальному онкологу, либо к торакальному хирургу. Все образования менее 1 сантиметра подлежат динамическому наблюдению.
Если в целом говорить об онкологических заболеваниях, вот сейчас возраст пациентов, у которых встречается онкология, какой? В частности, это люди трудоспособного возраста, 40-60 лет. Вот. А бывают и моложе пациенты, в частности, это те от 18 до 25 лет. Это, в частности, заболевания системные, лимфома, вот, гематологические заболевания у детей. Вот. Но, вот, допустим, рак молочной железы – это те женщины, которые, допустим, возраст от 35 до 55 лет. У мужчин это возраст с предстательной железой, это от 45 и выше. Вот. Для профилактики таких вот заболеваний, как молочная железа и предстательная железа, работает скрининг, работает диспансеризация, маммография, уровень ПСА в крови у мужчин. Если уровень ПСА больше 4, то стоит обратиться уже к урологу или к онкоурологу. Замир Сальхович, я хочу спросить у вас вопрос такой. Очень часто говорят о том, что я поеду к другим врачам в другой город, страну, Москву, Санкт-Петербург, Израиль и так далее. Вот что бы вы сказали, вот наши специалисты в наших больницах, насколько отличаются по профессионализму, оборудованию и так далее? По поводу оборудования, оборудование вообще на мировом уровне, то есть у нас такие же компании, как и в Европе, и в Америке, Johnson & Johnson, оперируем также. Вот. И по поводу специалистов. Бывают различные моменты. Допустим, наши иногда пациенты едут оперироваться в Казань. Жители Челябинской и Оренбургской области приезжают к нам в гости оперироваться. Вот. Это желание пациента, поэтому если он хочет оперироваться, где он захочет, в Москве, в Санкт-Петербурге, то пожалуйста. Что могу сказать, то что у нас уровень не хуже в онкодиспансере. Вот. Такие же операции, как в Москве, как в Санкт-Петербурге, как в Германии, в Турции, выполняются также и у нас. Вот. В плане обследований, компьютерной томографии, бронхоскопии с эндоузи, химиотерапия, лучевая терапия, все проводится на мировом уровне. Самое главное, чтобы следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, правильно понимаю? Правильно. И вовремя обращаться к специалистам. Да. Диспансеризация помогает в этом плане? Диспансеризация помогает в основном у тех пациентов, которые ежегодно проходят, допустим, маммографию и сдают анализы крови. Если пациент прошел флюорографию, то он обязательно должен посмотреть результат этой флюорографии. Не всегда на флюорографии можно увидеть рак легких, потому что рак легких бывает центральный и периферический. Центральный рак легкого он выявляется на компьютерной томографии и на бронхоскопии. По поводу ПЭТ-КТ, позитронно-эмиссионной томографии, которая у нас находится на Рихарда-Зорге, хороший метод исследования, вот, но его не стоит делать тогда, когда, допустим, говорят, а давай-ка я проверюсь. Проверюсь, чисто сделаю ПЭТ-КТ и увижу, есть ли у меня там рак или нет. ПЭТ-КТ выполняется строго по показаниям. Замир Сальхович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о такой теме, которая, наверное, волнует многих, о которой и не хочется говорить, но стоит и нужно. Спасибо. Всего хорошего. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.